спортсменнар бытын частяхинге Дом правительства иккисемерда жетигер кенелрут. Бүгүн окчуттар бытын частибит. Онна Сардана Трофимованы. Онна Сардан. Бу Рената тренера окчуттар тренердер. О, спортсменнар балдар диктер олору. Юлия Маркова хангалас, Даяна Бинокурова. Кайбыз вкус? Где? О, Рената олору. Рената олору. О, олору. Вон Кристина. СМИ лехеттерекет биттер. 224 бутла. Лучший корреспондент Жугустан Сергеев, Есия. Увайдар олор, профессионаллар. Александр Косетиев отты. Онлук көрдүк да. Сардана Трофимова тренерин кытта. Татьяна Юрьевна олор. Спорт министра Никита Юрьевич. Александр Николаевич Кимкимен бар. Бер хаянтан кытта кәбиттер. Журналисттер. Бұлден Эверестер. Федерация председателя Василий Петрович. Заместитель председателя Василий Васильевич. Теоновый тренер Дорбыт. Добрый день, уважаемые в составе Кристины Устиновой, Ренаты Курчатовой, Валентины Евдокимовой. Впервые в истории якутского спорта завоевали золотые медали в командном зачете. Достойно выступила и женская команда по блочному луку. В командном зачете трио сильнейших лучниц республики Степанида Артахинова, Даяна Винокурова и Юлия Маркова завоевали серебряные медали. Дорогие друзья, на торжественное мероприятие присутствуют председатель Конституционного суда Республики Саха-Якутия, председатель Ассоциации национальных видов спорта Сахада спорт Александр Николаевич Кимен, министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Иннокентий Юрьевич Григорьев, мастер спорта международного класса Сардана Трофимова и ее личный тренер Татьяна Юрьевна Жиркова, мастер спорта России международного класса Кристина Устинова, мастер спорта России Рената Курчатова, кандидат в мастера спорта Валентина Евдокимова, мастер спорта России Даяна Винокурова, мастер спорта России Юлия Маркова и главный тренер сборной команды Республики Саха-Якутия по стрельбе из лука, заслуженный тренер России Андрей Андреевич Иксман, президент Федерации стрельбы из лука Республики Саха-Якутия Василий Петрович Николаев. Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня в нашей республике триумфальный день. Сегодня мы чествуем наших лучших спортсменов, которые завоевали звание чемпиона России. Но мы прекрасно знаем, что буквально вчера завершился у нас чемпионат России и первенство России по кикбоксингу дисциплине К1. И у нас тоже есть чемпионы 5 золотых наград, 6 серебряных и 6 бронзовых.
И в это же время у нас в Анталии Степанида Артахинова на Гран-при Европы по стрельбе из блочного лука заняла 3-е место. Ну и плюс ко всему у нас буквально только вчера завершилось первенство России по вольной борьбе в городе Иркутске, где Станислав Семеновой завоевал первое место в своей категории до 70 килограммов. Поэтому, как говорится, в один момент на нас посыпались успехи. Это плодотворный труд тренеров, это мотивация и работа самих спортсменов. В целом это работа команды, поэтому я всех вас с этим успехом поздравляю. Ну, начнем, наверное, с Сартана. Сартана, мне кажется, установила своеобразный рекорд. Практически за полгода пробежала 3 марафона с очень убедительными результатами, которые попадают под классификацию для участия на Олимпийские игры. Поэтому нет никакой, как говорится, нет никакого сомнения, что она не может не попасть на Олимпийские игры и показать высокие результаты. Мы очень надеемся, что я, Международная федерация Ассоциация электрических федераций, как-то к нам отнесет благосклонно и в составе 10 спортсменов, которые будут допущены по нейтральным флагам Российской Федерации на Олимпийские игры, попадет в Сартан. Будем работать, над этим работа идет, мы будем надеяться. Это, наверное, дорого стоит пробежать за полгода 3 марафона, чтобы попасть на Олимпийские игры. Я думаю, я тоже, наверное, учтет. Ну, ведет ее к олимпийским высотам Татьяна Юрьевна Жиркова, наша знаменитая Вилюния. Я думаю, ее не надо сильно представлять, потому что все ее прекрасно знаете. С ее титулами, мне кажется, равных в мире в супермарафоне нет. Выиграть 3 супермарафона, какая-то чемпионка мира, я думаю, это само за себя говорит. Но наши ученицы, я думаю, сделали очень хороший подарок. Впервые в истории нашего спорта, якутского спорта, стали чемпионками команды стрельбе. Это тоже показывает высокий класс. Это показывает, что не один человек у нас занимается и достигает результатов. Есть целая плеяда, есть команда, есть тренерский состав, есть у нас перспектива, есть скамейка запасных, которая идет за другом. Это говорит о стабильности и перспективе развития стрельбы из лука в нашей республике. Но это подкрепили наши мощницы, которые завоевали 2-е место. Давайте еще раз всех поздравим. И на этой ноте, дорогие друзья, я хочу поблагодарить нашей федерации, Андрея Андреевича, Василия Петровича, Анатолия Андреевича, которые работают для того, чтобы у нас виды спорта развивались, вкладывают свое драгоценное время, как общественные работники находят финансовые средства, но всячески помогают нам развивать вид спорта. Поэтому от имени всей спортивной общественности, от имени Министерства физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия огромное вам спасибо. Сертификат на сумму 200 тысяч рублей вручается Трофимовой Сардане за успешное выступление на чемпионате России по марафону в городе Сочи. Сертификат на сумму 100 тысяч рублей вручается Жирковой Татьяне Юрьевне, тренеру чемпионку России по марафону в городе Сочи Сардане Трофимовой. Устиновой Кристине за успешное выступление на чемпионате
стрельбе из классического лука в командном зачете в городе Алушта. Сертификат на сумму 100 тысяч рублей вручается Тимофееву Владимиру Николаевичу, тренеру чемпиона России по стрельбе из классического лука в командном зачете в городе Алушта, Кристины Устиновой. Вручается Курчатовой Ренате, Болданову Болдару Батомункевичу, тренеру чемпион и Евдокимовой Валентине, Филатову Михаилу Михайловичу. За успешное выступление сборной команды Республики Саха-Якутия на чемпионате России по стрельбе из лука в городе Алушта с 28 марта по 2 апреля 2021 года. Грамотой Министерства по физической культуре и спорта Республики Саха-Якутия награждается Даяна Винокурова, мастер спорта России по стрельбе из лука. Грамотой Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия награждается Маркова Юлия, кандидат в мастера спорта России по стрельбе из лука. Чемпионата России по стрельбе из лука благодарственное письмо Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия вручается Михаилу Валерьевичу Алексееву, личному тренеру Марковой Юлии, старшему тренеру-преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Хангаласская детско-юношеская спортивная школа муниципального района Хангаласский Усть Александру Михайловичу Филатову, личному тренеру Винокуровой Даяны, тренеру по стрельбе из лука Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха-Якутия, Республиканское училище Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева, Андрею Андреевичу Иксман, главному тренеру сборной команды Республики Саха-Якутия по стрельбе из лука, заслуженному тренеру Республики Саха-Якутия, доктору юридических наук, профессору, президенту Ассоциации Сахада Спорт, мастеру спорта РСФСР и России, члену Президиума России стрельбы из лука. Gündüz sportu seyahatçiler, bilgi spatmenler, trainerler, tercihçiler, yeni vakitte Sahada Spor Asosiyasyası'nın 2020 Bukarest'ten yaratılan bilgi Saddam'ın Tratimoğlu'na indiği köyüne ulaşan Olimpiyske çıkışları, oğunan ötəçi katılıqlar, ösəllər, yürgüsetigiləri, Bağırazın onunla hazırlıqlar uygun doğrubiyanı, elbette arasında görüldü. Уважаемые друзья, на самом деле, как сказал министр спорта, для нас всех очень радостный день триумфа, когда мы чествуем тех спортсменов, которые достойно защищали честь нашей республики на всероссийском уровне. Это, безусловно, радует, поскольку победа на чемпионатах России предполагает то, что эти спортсмены будут номинироваться в состав сборной команды страны для защиты чести российского флага на международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Но, безусловно, мы все понимаем, те, кто занимается спортом, что поражение – это всегда сирота,
а у победы всегда много родителей. Поэтому я, пользуясь случаем, хотел бы сказать слова поддержки в адрес Аяла Лазарева, который стал бронзовым призером международного турнира в Казахстане, но не смог завоевать олимпийскую лицензию, но я верю в этого спортсмена, верю, что когда-либо он добьется впечатляющих успехов, и каждый из нас будет думать о том, что он всегда относился к Аялу Лазареву с должным вниманием, пиететом и уважением. Давайте поаплодируем всем нашим спортсменам, которые сегодня не добились успехов, но завтра обязательно подтвердят свой высокий класс. Безусловно, я, как член президиума Российской Федерации стрельбы из лука, доволен уровнем проведения чемпионата России, который прошел в Волжске, доволен результатами наших якутских лучников, имея в виду тех, которые выступали в составе сборных команд женских. Это, конечно же, под предводительством Степанида Ахимовой, наши блочницы Юлия Маркова и Даяна Винокурова завоевали серебряные медали чемпионата. Но они были недалеки от победы, но тем не менее, я думаю, что они до этого были неоднократно победителями чемпионатов России, поэтому давали должный пример всем тем, кто занимается стрельбой. Давайте поаплодируем нашим девчонкам, пожелаем. Безусловно, для нас очень приятно говорить слово «впервые». Действительно, впервые наши лучницы в классическом луке завоевали звание чемпионов России. И это вдвойне дорого, потому что это командный вид. Когда выступаешь за команду, наступает особый вид ответственности, каждый спортсмен это понимает. Легче, наверное, добиваться успеха в личном зачете, нежели в командном. Поэтому, когда наши девчонки с флагом Республики Саха-Якутия выступают и добиваются такого весомого успеха, это всех нас радует. Поэтому я хотел бы поблагодарить нашу команду в лице ее капитана Кристины Устиновой, мастера спорта международного класса, человека, который был в 5 шагах от олимпийского пьедестала, но я думаю, что у нее есть амбиции для того, чтобы подтверждать свой высокий класс. Также поблагодарить совершенно молодых наших спортсменов, Валентину Евдокимову и Ренату Курчатову с этой замечательной победой. Молодцы, девчонки! Давайте мы вам всем аплодируем, потому что спорт – это всегда радость победы и горечь поражения. Все это идет вместе. Я хотел бы, пользуясь случаем, сказать, что Рената Курчатова в одном из дуэльных спаррингов смогла победить Инну Степанову, которая является чемпионкой мира и призером Олимпийских игр. Я думаю, что это говорит о психологической подготовке этой юной спортсменки, которая еще не закончила школу, но дает бой таким именитым спортсменкам, и это накладывает на нее дальнейшую ответственность, что надо именно это держать планку высокую, и мы очень надеемся, что в ее лице будет новая звезда якутской стрельбы из лука. Касательно Сарданы Трофимовой, конечно, я могу сказать, что я являюсь ее истинным болельщиком всегда и во всем. Сардана говорит, всегда это словосочетание, этот хэштег пишу без устали, но я думаю, что она этого заслуживает, потому что пробежать дистанцию более 42 километров в таком высоком темпе, я думаю, что даже на 100 метров такой темп держать сложно, а вы более 42 километров держите этот темп. И, конечно же, я знаю, что конкуренция в марафоне из года в год у нас очень высокая, и сохранять свое лицо, свое чемпионство,
это дорогого стоит. Я согласен со словами Иннокентия Юрьевича, что у вас действительно результат, который сложно повторить. 5 раз стать чемпионкой России и 3 раза, да, московский марафон? 3 раза стать победительницей престижнейшего международного турнира, как московский марафон. Это действительно говорит о том, что вы всегда помните о родине Саха-Серия и всегда бежите с мыслью доставить удовольствие и радость своим болельщикам, которые за вас искренне болеют. Давайте поаплодируем и поздравим вас с этой замечательной победой. Безусловно, от этой победы, наверное, 50% это заслуга тренера Татьяны Юрьевны Жирковой. И я как спортсмен, как человек, имеющий физкультурное образование, могу отметить, что быть хорошим спортсменом еще не означает стать хорошим тренером. А у Татьяны Юрьевны это получилось. И это замечательно, то, что у вас сложился такой тандем 2 красавиц, 2 патриоток и 2 выдающихся спортсменок. Поэтому мы желаем вам всяческих успехов. И как сказал Иннокентий Юрьевич, мы, конечно же, надеемся, что Международная легкоатлетическая федерация будет смотреть. Ну, в первую очередь, как юрист, я всегда против того, чтобы работал принцип коллективной ответственности. На самом деле за употребление допинга должны отвечать только те спортсмены, которые это употребляют, а те чистые спортсмены, они вообще за это не несут никакой ответственности. Я против того, чтобы принимались какие-то политические решения против страны конкретной. Ведь спортсмен работает все 4 года, а в этот раз все 5 лет в олимпийском цикле, да, думает и надеется, что ее победа принесет радость ее родине, ее стране. И, конечно же, стоять на пьедестале почета и слушать гимн своей страны и видеть, как взвивается флаг триколор российский, то это, конечно, самое, наверное, сокровенное желание каждого спортсмена. И когда это отбирает какие-то функционеры, и не всегда по объективным причинам, это, конечно, вызывает чувство такое противоречивое, да, что мы, люди, которые осознаем, что такое право и как оно должно применяться. В данном случае я считаю, что это абсолютное нарушение прав спортсменов, не употребляющих допинг. И я хотел бы отметить, что хороших результатов наших лучниц большое значение имеет также очень активное начало работы нового состава Федерации стрельбы из лука в нашей республике во главе с Василием Петровичем Николаевым. Василий Петрович, большое спасибо вам. Я думаю, что ваша команда делает очень многое для того, чтобы стрельба из лука была массовой, и на основе массовости мы можем действительно зажигать новые звезды, как это произошло со сборной командой по стрельбе из лука классического. И второе, конечно, роль тренерского состава. Вот те люди, которые сегодня получили сертификаты, и Владимир Николаевич Тимофеев, который многие годы работает со спортсменами высокого класса, и Балдар Балданов сегодня вот впервые, наверное, такой большой сертификат получил, и тренер Алексеев Михаил, и тренер Филатов Филатов Александр. Это очень хорошая, достойная команда. Это люди, которые знают свое дело и делают все возможное для того, чтобы воспитать хороших спортсменов, способных защищать честь не только республики, но и Российской Федерации. Ну и особую благодарность я хочу выразить главному тренеру сборной Андрею Андреевичу Гиксмену за его многолетнюю плодотворную деятельность. У него есть много чего, чем он может гордиться в лице Степанида Артахимова и других спортсменов, которые Степанида является и спортсменкой мира, чемпионкой мира, призером Паралимпийских игр. И мы очень надеемся, что в Токио 2021 наша Степанида тоже достойно выступит.
А теперь я хочу пожелать всем вам год здоровья, который учредил наш глава Александр Сергеевич Николай. Пожелать вам здоровья, занимайтесь спортом, достигайте высот, тем более, что Елхасан объявил вообще десятилетие здоровья в нашей республике, поэтому мы обязаны все дружить со спортом, беречь свое здоровье и быть полезными для нашей республики. Саха, чего спортсмен Карагар? Уруй! 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 Айкал! Ну, конечно же, хотелось, чтобы наряду со спортсменками мы бы чествовали спортсменов. Это мужской части касается. Мы очень надеемся. Спасибо. Ассоциация национальных видов спорта и игр народов Якутии «Сахата спорт» дипломом награждается за высокие спортивные достижения по стрельбе из лука и пропаганду здорового образа жизни в республике Саха-Якутия Евдокимова Валентина Спиридоновна, чемпионка России по стрельбе из лука 2021 года. Рената Николаевна Курчатова. Татьяне Юрьевне Жирковой, заслуженному работнику физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия, заслуженному мастеру спорта России, за вклад в реализацию конституционных прав граждан и пропаганду здорового образа жизни. Устиновой Кристине Владимировне. Сардане Александровне Трофимовой. Андрей Андреевич Иксман. За вклад в реализацию конституционных прав граждан и пропаганду здорового образа жизни. Всем большое спасибо за поздравления. Я очень рада находиться. И, во-первых, я очень хочу от души поздравить девочек за вашу победу. Я за вас очень рада и желаю дальнейших успехов в спорте. Вот. Еще огромное спасибо моему тренеру. Она, можно сказать, сделала невероятное, что подготовила меня к третьему марафону на такой результат. Я очень ей за это благодарна. Вот. И я думаю, не каждый тренер способен на такие планы. Вот. Тренер спортсмен спортсменом, а вот тренер нужен такой, как Татьяна Юрьевна. Вот. И большое спасибо за поздравления. Очень рада. Добрый день, дорогие друзья, участники мероприятия. Мы очень тоже рады вместе, и это наша общая победа, что вот такое мы сделали, да. И если сказать про марафон, то, если даже сказать этот год, это у нас очень напряженный и физически, и психологически год был. Вы все знаете, если слышали, за 7 месяцев Сардана пробежала 3 марафона, промежуток 2-3 месяца. Получается, она бежала осенью 2.28, потом вот бежала 2.27 в декабре месяце чемпионата России, и вот пробежала через 3 месяца, 2,5 даже можно месяца подготовки, 2 часа 28 минут. Это, у нас в практике такого не было, и мы такой позиции не придерживались никогда. Я была против. Вот, пришлось нам в кратчайшие сроки восстановиться после каждого марафона, потом в кратчайшие сроки нам надо было как бы выйти на должный уровень, чтобы спортсменка бежала и показала хороший результат. И
квалификацию. Вот поэтому мы тоже очень рады и в дальнейшем работаем. Все, что от нас требуется, делаем, можно сказать. Сардана очень работоспособная. Когда бежала, вот, даже если немножко рассказать про бег, соревнования, они до последнего держались вместе в одной группе и решала то, что Сардана была тактически и психологически она была выдержаннее, поэтому она, я думаю, как тренер, она выиграла. Если бы она тактически не вела бег, все до последнего уже были как бы на пределе. А потом уже решает, я могу сказать, тренер, спортсмен зависит. И поэтому у Сардана психологическая выдержка выиграла, можно сказать. Поэтому и мы этого достигли. И можно сказать, что Сардана вывела Республику Саха-Якутия на такой уровень на марафоне, что еще долго нагонять и догонять, да? И у нас в Якутии школа марафонская состоялась, и только у нас есть марафонка, которая пятикратно сделала это все. Спасибо всем. И спасибо поблагодарить наш коллектив Центра спортивной подготовки в лице Михаила Дмитриевича Пахомова. Леонид Николаевич у нас работал уже короткое время. И наш реабилитационный центр, он такой центр, что бесконечно благодарны в лице Махаровой Натальи Владимировны. Они все, что, они с нами вместе работают, это одна команда. И Никите Юрьевич тоже от меня и всегда благодарность. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья, любители спорта. Хочу поблагодарить Иннокентия Юрьевича, Александра Николаевича и Леонида Николаевича за поддержку нашего спорта. Именно командная стрельба, хочу сказать, что это победа не личная, это работа всей команды, не только нас троих, это работа нашего Министерства спорта, нашей федерации и всех тренеров, которые именно с нами участвовали во время учебно-тренировочных сборов. Мы прошли достаточно долгий путь. В Центре спортивной подготовки у нас были 3 учебно-тренировочных сбора, за что хочу очень поблагодарить Леонида Николаевича, потому что такая поддержка, когда мы жили и размещались в Центре спортивной подготовки, тренировались там же, это многое дало. Это дало такой сразу результат, потому что такого не было раньше. Всегда мы, может быть, тренировались в Донсуне, но никогда нас не размещали. Питание было, но такое Сейчас все мы вместе размещались и уже чувствовалось, что это командная работа, что это работа всей нашей федерации, тренеров. Мы все вместе работали и друг друга поддерживали, уже узнавали друг друга, поэтому командная борьба, она такая должна быть именно сильная поддержка и общая работа. Поэтому хочу сказать, что это победа не только наша, и это победа нас всех, нашей республики. И, конечно же, самая огромная благодарность, я думаю, это нашим тренерам. Всегда хвалят только спортсменов, но здесь работа, мне кажется, даже половина – это работа тренера. Потому что наш вид спорта, он все-таки материальный, где участвует, допустим, спортивный инвентарь. Его надо именно подгонять, смотреть. Еще плюс психологическая подготовка. С нами работали психологи, также медицинская, работники, медперсонала Центра спортивной подготовки с нами постоянно работали, проводили массаж, восстановительные процедуры. Все это дало, я думаю, такой результат. Спасибо большое. Хочу поблагодарить всех за
тренерам, потому что без них, получается, ничего не получилось. Вот. Спасибо. Здравствуйте. Полностью присоединяюсь к словам Кристины и хочу дополнить от себя слова благодарности хочу сказать своему тренеру Владимиру Михайловичу и первому тренеру Соловьеву Егору Егоровичу, а также Тимофееву Анатолию Николаевичу, которого я тренировалась 5 лет в училище Олимпийского резерва имени Марка Шевченко. А также хочу поблагодарить Черчинский республиканский центр спортивной подготовки за финансовую поддержку. А также спасибо всем за поздравления. Очень приятно. Добрый день. Большое спасибо нашему руководству. Огромное спасибо. Из вас, конечно, уже это получилось бы. Девочки, вот, которые чемпионки сегодня, Кристина уже 3 чемпионка стала России. Чемпионкой России было очень сложно стать. А вот Рената Куртянова с первого раза, с большого турнира сразу чемпионкой стала. Валентина Бертонова занимается давно, вот все труды ее вознаградились. Я хочу сказать, что пьедестал допускает только смелых, бесстрашных спортсменов. Вот так получилось, они работали очень смело, тактически правильно, с тренерами очень на коротком дне первый раз. Вот у нас тренерская бригада, которая была в Лужке, четко отработали. Выводящий тренер Александр Михайлович Филатов. Это очень важно, когда вот прямо действительно в бою, чтобы был тренер, который умеет управлять, успокоить или вовремя. Как комментатор говорил, наверное, тренер что-то сказал, девочки собрались на последней серии. Также я хочу поблагодарить спортивный корпус Селсу, руководителей Александр Александрович, Василий Иванович, то, что вот промежуточный этап у нас сборов проходил в Селсу, не последний. А до этого у нас вот с прошлого года впервые нам доверили легкоатлетический манеж, и мы уже 3 больших сбора провели, как Кристина сказала, очень шикарных условиях. Большое спасибо, Леонид Николаевич, Михаил Дмитриевич. А вот персональная опека министра спорта у нас есть. Он все время контролирует лично нас по кабинету. И вот результат у нас получился. Девочки-блочницы Юлия Маркова, тоже чемпионка России 2017 года в команде в составе Степанины, Жиркова, Сарданова. Вот они втроем, тоже впервые в то время, в 2017 году в городе Калининграде, летом лидером Забайкальского края выиграли. Им тоже огромное спасибо. Вот хочется отметить отсутствующую сегодня героиню у нас. Она завтра ночью прилетает. Степанина Тахинова вчера среди здоровых Гран-при Европы завоевала в личном зачете бронзу. В этом году эта девушка имеет около 10 медалей. В ее копилке около 10 медалей. А так, по стрельбе в лука у нас в официальных турнирах числится 22 медали в этом году. Вот краткий отчет такой. Сейчас я хочу передать слово начальнику сборной нашей по стрельбе из лука Михаилу Михайловичу. Спасибо. Уважаемый Александр Николаевич, Леонид Николаевич,
Василий Петрович. Ну, наша команда, как мы уже отмечали, начали подготовку с октября месяца на базе «Триумф». Впервые, да, полноценные сборы прошли, дают свои плоды уже. И вот наши девочки в городе Алушта в этом году впервые выступили на открытом воздухе, первый чемпионат, первые соревнования всероссийские. И подготовка к этим соревнованиям была, имела свои проблемы, так как стреляли 70 метров, и у нас в Якутии 70 метров стреляют только в Доксуне у Василия Ивановича. За это благодарность большая. И мы вчера честь стреляли непосредственно с Валей в легкоатлетическом манеже в базе «Жиркись». Там мы стреляли с 5 часов утра, так как днем тренироваться времени не было, шли тренировки, занятия, выходили беспроблемно, как могли, с 5 часов утра до 8 часов дня. Зато стреляли каждый день. Тогда уже результат. Также слова благодарности хочу сказать министру спорта Никите Юрьевичу за поддержку, директору регионального центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия Леониду Николаевичу, заместителю директора Михаилу Дмитриевичу. Также хочу сказать слова благодарности своему директору Александру Николаевичу за подготовку, за поддержку, и верю, что в дальнейшем наш вид спорта будет финансироваться достойно, мы будем тренироваться и побеждать. Спасибо. Слово предоставляется председателю Федерации стрельбы из лука Республики Саха-Якутия Василию Петровичу Николаеву. Добрый день. Наша федерация начала работу в октябре. Новая федерация с новой командой. Сейчас у нас в команде 7 человек, которые раньше не имели опыта управления спортивными общественными организациями. Очень сильно, на самом деле, волнуемся за свое направление, хотим показать работу, хотим, чтобы наш вид спорта развивался. Наш коллектив полон энтузиазма, и девочки очень сильно нам повезло с ними, потому что федерация только начала работу, и уже такие результаты и такое совпадение для нас это дает огромный стимул для дальнейшей работы. Кажется, что это как будто бы результат работы федерации, но мы действительно говорим о том, что нам повезло, и вот такие как будто бы быстрые результаты, они много лет готовились, и для нас, для федерации, я еще раз повторю, это огромный стимул для дальнейшей работы. От имени федерации мы хотим вручить денежные призы нашим победителям. Хочу отметить, что в настоящее время мы направили свою работу на поиск генерального спонсора федерации. Считаю, что это наша основная задача, такая, которую мы можем действительно решить, конкретная задача. Других задач, конечно, много, но вот именно на финансовую составляющую я обращаю особенное внимание. Хотелось бы найти крупного спонсора, который бы выделил в районе 20 миллионов рублей в год. Мы бы с такими деньгами сделали бы большие результаты. Сейчас провожу встречу с разными руководителями. Через 2 дня у меня намечается встреча с одним из крупных тоже руководителей нашей компании, которая находится в Якутии. Надеюсь на результаты. От имени федерации и от имени спонсоров нашей федерации сейчас
у федерации 3 спонсора. Название не буду называть, они здесь написаны. Хочу вручить сертификат Устиновой Кристине Владимировне на сумму 50 000 рублей. Такой же сертификат вручается Кучаповой Ренате Николаевне. Вручается Евдокимовой Валентине Спиридоновне. Дорогорун, бейтелтебейт китігінші 14 ылтан сол ремонтнан на содержаниятан жарықтынар. Амма холугар ремонт оробот, кебяй холугар тыбылкатан содержание оробот. Впервые в истории буллагади bu кыргыттар командалара Россия чемпионаттар бастатылар. Олента босака херигер мелохан бир важный событие болот. Олентон эме поддержкалан Юққа ден өсі дағаны сақабы серін спортда оғының тыжар сайда тұрарығыр бағарабыт. Стихилері өсі үддік чепчалары. Хочу отметить, что наша федерация на данный момент, к моему сожалению, отмечает финансово только тех, кто первые места занял. Надеюсь, что с укреплением финансового положения мы будем отмечать всех, но желаю всем побед. Первое место – это наш результат. Спасибо. Уважаемые журналисты, объявляем открытый микрофон. Василий Ефимов, заместитель председателя Федерации по среде звука. Первый вопрос хотел бы задать Сардане. Просто я также являюсь руководителем венчурной компании «Якутия» и фонда развития инноваций. Мы инвестируем в стартапы. И один из них это проект Run with CP, «Беги вместе с CP». Возможно, они уже к вам обращались. Это некое приложение, как тамагочи, которые мотивируют людей бегать. Они хотят сделать бег как привычка. Как вы считаете, вот можно ли ваш вид спорта, как спортсмен, и вы как тренер, как вот оцифровать? То есть, понятное дело, то, что здесь индивидуальные занятия и так далее, но можно ли оцифровать, ну, чтобы людей больше вовлекать в этот вид спорта? Здравствуйте. Но сейчас же есть очень много приглашений, например, на экран, на Strava. Это есть, наверное? Ну, а вы сами используете приложение для своих? Нет. Нет. Ну, то есть для массового, наверное, да, но вот для такого... Ну, для любителей, наверное, я не люблю выкладывать эти тренировки. Понятно. Хорошо, спасибо. И вот нашим девушкам, лучницам вопрос. Действительно, вот так случилось, что вот здесь все мужчины сидят, тут одни девушки, вот, и надо что-то с этим делать, чтобы было больше спортсменов. Вопрос следующий. Готовы ли вы быть амбассадорами стрельбы из лука среди школьников? Потому что, Рената, будучи школьницей, наверное, уже согласна, скорее всего, как минимум в своей 8-й школе, которую также окончил. А вы, потому что это системная работа, на вас, я думаю, люди обратили внимание, смотрят, это большая такая миссия. Готовы ли вы продвигать спорт среди школьников, чтобы в будущем было еще больше чемпионов? Ну, конечно, я думаю, почему бы и нет, потому что я всегда за развитие нашего вида спорта. Какие-то новые идеи, технологии нас только мотивируют и поддерживают. Это классная идея. Хорошо, тогда мы как федерация, получается, продумаем некий план, да, чтобы среди школ, вот не только города Якутска, но и других районов. Особенно среди школьников, потому что я сама начала во время, когда училась в школе, да, поэтому я думаю, самое то время, когда начинается заниматься стрельбой из лука. Хорошо, спасибо. И последний вопрос для всех журналистов, Министерству спорта. Такой вопрос, потому что у нас всегда есть такие традиционные формы поддержки спортсменов, да, это где-то гранты, субсидии, вот, призы. Мне кажется, что мы должны придумать новые механизмы, в том числе финансовые. Например, в бизнесе часто используется схема лизинга. Вот, все-таки спортсменки подгонят, наверное, да, то, что лук и так далее, полная экипировка, это очень достаточно дорогое удовольствие, стоит как машина, по сути. Вот, а многие покупают машину по схеме лизинга. То есть можно ли вот придумать какой-то новый такой механизм, когда спортсмен, не тратя сразу там 200-300 тысяч, может взять вот полный комплект экипировки в аренду долгосрочно, ну и потом с последующим выкупом. Если спортсмен прекращает какой-то момент, то тогда договор расторгается и передается вот, это оборудование, деталь другому спортсмену. Есть ли вот какие-то новые механизмы, и вот как вы считаете, лизинг подходит или нет?
Спасибо за вопрос. Вопрос очень такой интересный. На самом деле у нас типа лизинга пока не практикуется. На самом деле мы пытаемся максимально централизованно обеспечить спортсменов экипировкой и инвентарным оборудованием. Для этого у нас сегодня в стране с 2019 года работает новая программа, новый проект «Спортом и жизни». В рамках этого проекта мы получаем также федеральное субсидирование, но пока маленьких количествах, но пытаемся пока их распределить на наши спортивные школы, которые занимают ведущие места. Примерно так, но у нас прошла встреча с представителем правительства Андреем Владимировичем Тарасенко, встреча с общественными организациями, также Сергей Васильевич Мещиков встречался. На основании этих встреч мы разработали дорожную карту поддержки спортивной федерации, общественных организаций. Я надеюсь, что с лета эти проекты будут работать. А так вот насчет лизинга, я думаю, это можно подумать. Я думаю, оно может прижиться. Спасибо. Всех приглашаем на общее фотографирование. Как в целом вам итоги этого чемпионата? Что удалось, что не удалось, на ваш взгляд? Конечно, скажу сразу, что мне не удалось войти в личном первенстве в тройку лидеров. Ну, а удалось это, конечно, командное, потому что командная работа, она такая, скажу, сложная, потому что ты отвечаешь не только за себя, но и за всю команду. Поэтому вот командная работа, она хорошо удалась, и вот первое место, вот результат такой отличный. А какие перспективы вы видите для себя в будущем? Для себя, ну, конечно, это олимпийская медаль, а вот дальнейшее, что ближайшее, да, это можно сказать, вот чемпионаты России, Кубки России, они всегда будут начальным этапом, а потом уже дальше идут международные соревнования, как Кубки мира и чемпионаты Европы, мира. И как будете отдыхать после такого чемпионата? Ну, не знаю, об отдыхе никогда не думала, но всегда, конечно, есть процесс восстановления после соревнований, потому что он обязателен, он всегда должен быть у спортсмена. Это как процедуры реабилитационные, получается, массажи, сауны, ну и чуть уменьшить физическую активность, допустим, выстрелы, а так общее количество выстрелов, оно всегда остается каким было. Сюда смотрим. Сардана Гардека Егинан. Спасибо. Без тегуллах Россия чемпионата болар хайдага битис. Тохта олар ибада ханыкка кадар болуктан курдук. Билген олимпиадага бо основной. Ада hem bir олимпиада белемнедебит, но пока тухох була. Кода керек мен hem bir онна будем готовиться. Антон олар ибула онна көстөбү. Квота ден квотаны хайдага бар. Опсиональ легкая атлетикага 10 квота бар. Олимпиада барга 10 около барол квотага киселлер, станыктар, толкательлар, там барьеры. Тухпар дистанция барда. Получается, оныргылык була легкая атлетикага ди. Но он месте бар, он месте хигер норматив талар буттартан, онна нейтральный статус берби жоннортан таланылык тахтар. Ол квота туттарахан кандыгыр биракта хигеду? Бастан норматив талараган. Антон bu заявка потом нейтральный статуска. Ол заявка бар одобрение коллектах, ал одобрение калбиджоннорутан он кихин таланулар. Нейтральный статус талыны мебеликиннах бахаралар да, Олимпийский комитет. Мок бахарара, ха. Вот так же, да? Ага, вот так, ага. Записывай. Поздравляю, девушки. Спасибо. Ну, это в истории впервые, такого никогда не было. Какие впечатления впервые вас захлынули, когда вы уже узнали, что вы стали чемпионками России? Но с того момента уже прошло сколько дней? 10. 12. 12 уже. И как уже эмоции стихнули, да, немножко? Да, есть такое. Уже как будто это было. Да, давно флаг опустили, и все, уже сравняли все. И уже сейчас уже нормально тренируетесь, да? Да.
Все как обычно. Ренат, тебе сейчас 17 лет, да? 17 лет, и ты уже молодая чемпионка России. Как ты горда этим? Ну, я горда, но тем не менее мне предстоит еще очень долгий путь. Ну, я буду работать дальше, но это еще не пик. На пресс-конференции сейчас вы все сказали свои эмоции, всех поздравляли. Наверное, не будем повторяться. Что-нибудь хочете еще раз что-нибудь сказать от себя? Ну, эта победа является для нас стимулом еще больше работать, мотивация, так сказать, и популяризация стрельбы из лука, можно сказать. Это показатель, можно сказать, что всей работы команды. Это как-то послужит на то, чтобы наши мужчины тоже хоть как-то так поднимались, тоже на пьедесталы, как-то мотивировать. Ну, можно сказать, что так у нас женская команда сильная. Нам еще работать и работать. Да. Конечно, пожелаю всем тренироваться еще больше. Пусть победы не расслабляют спортсменов, а только мотивируют еще больше тренироваться, еще сильнее. И, конечно же, хочу поблагодарить нашу федерацию, так как они только начинают работать, и это нас как бы еще больше дает надежды на будущее. Ну и впереди у нас больше работы, так что работать, еще раз работать.